Кармаскалинский район расположен в центре Республики Башкортостан, в 50 километрах к юго-востоку от города Уфы. Образован он 20 августа 1930 года. Кармаскалинский район относится к числу муниципалитетов с наибольшей плотностью жителей – более 30 человек на квадратный километр. Численность населения района на 1 января 2019 года составляла 49 285 человек, из них 26 тысяч заняты в различных отраслях экономики. На территории Кармаскалинского района расположены сельхоз и промышленные предприятия. Появляются и новые производства. Одно из них – официальный дилер Петербургского тракторного завода, компания «Кировец Уфа». Это предприятие недавно построили в селе Кабаково. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Здравствуйте. 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 Как настроение? Прекрасно. Нормально? Ну, конечно. Хорошо. Красавцы какие. Да, это наши новые модели. Вообще красавцы, конечно. Это трактор серии К7М. Новая машина. Мы начали ее выпускать с 1 февраля этого года. Полностью переделанная. Мы реализовали федеральный проект, так называемый федеральный центр по производству сельскохозяйственных трансмиссий для сельскохозяйственной техники, специальной техники. А это трактор К5, вот как раз для Республики Башкирия, самая подходящая модель. Он в дорожном габарите, мелкокультурные поля для фермеров, как бы обрабатывать и так далее. Тоже сделан уже вот на новых технологических линиях. Давайте поприветствуем. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые гости. Мы приветствуем вас на открытии дилерского центра ООО производственно-технического центра «Кировец Уфа». Слово имеет глава Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемый Сергей Александрович. Добрый день, уважаемый Радик Мирзанурович. Коллеги, друзья. Я действительно уже вот на этой площадке, признаюсь, 3-й раз. Каждый раз приезжаю сюда, душа радуется. И сегодня у нас тоже особый день. У нас сегодня открывается, насколько я понимаю, Сергей Александрович, первый, да, такой дилерский сервисный центр, так называемых К700, таких близких, понятных нашим аграриям техники. Только техники, которые уже представляют совершенно новый образец. И я очень рад, что вот это предприятие создано действительно нашими земляками, которые долгое время работали не на родине, а сейчас они приехали сюда, работают на родине и уже вложили довольно серьезные инвестиции. Я знаю, что есть еще дальше планы. А для наших аграриев, конечно, такая техника очень нужна, и мы ее будем покупать. И я думаю, этот дилерский сервисный центр станет очень успешным предприятием для Кармаскалинского района. Я от души рад сегодня, от души вас всех поздравляю. Вновь говорю, что правительство наше, я сам лично всегда буду поддерживать такие начинания добрые и всегда буду поддерживать наших селян и будем покупать эту технику, укреплять материальную базу нашего сельского хозяйства. Так что, как говорится, Алга, Шлайболхан, Рахмет. Спасибо, Ради Фаритович. Слово для приветствия предоставляется директору АО «Петербургский тракторный завод» Сергею Александровичу Серебрякову. Я хочу поблагодарить главу республики, всех гостей за этот хороший, замечательный день. Сегодня мы представляем наши новые модели, которые появились на территории республики. Это трактор серии К7, К7М и трактор серии К5, которые должны стать новой вехой для того, чтобы поднять уровень технологической оснащенности республики на самый высокий показатель с точки зрения мировых стандартов. Ну а данный сервисный центр – это хорошая работа всех таких вот самых позитивных начинаний с точки зрения поднятия качества уровня работы с сельским хозяйством непосредственно Петербургского тракторного завода, властей республики, да, ну и наших коллег с точки зрения предоставления продаж техники, сервиса, модернизации, обеспечения запасными частями и обучения механизаторов работы на данной сложной современной технике. Я хочу всем пожелать добра, хороших урожаев, хорошей прибыли, всем здоровья и развития республики, этой святой хорошей земле.
Спасибо. Спасибо, Сергей Александрович. Сейчас, уважаемые гости, мы хотели бы провести церемонию вручения трактора К525 премиум первому покупателю. Для получения ключей приглашается глава КФК Мирсаитов Рамиль Медхатович. Сначала вот повнимательнее показать Сергею Александровичу трактора. Вот здесь есть применены уже самые современные решения, и конструктивные, и технологические с точки. Вот к этому мы шли 7 лет. Во-первых, мы воссоздали конструкторско-технологическую школу. На территории завода в советское время было 4 КБ. Сегодня мы их все воссоздали, да, и мы делаем еще энергетические установки для атомных подводных лодок и ледоколов вот этой последней серии. То есть сердце турбины, да, нашего производства. Средний возраст сегодня конструкторского бюро 28 лет. Это самое важное, потому что это интеллект. Да, это была большая программа с Министерством образования и Санкт-Петербургским политехническим университетом. Машина уже спроектирована со всеми современными решениями. То есть она может работать с учетом телеметрии, точного земледелия, да, где оператор уже находится в машине как летчик в самолете, да, в режиме автопилота. Я прошу вас. Значит, это система управления кабиной, коробка перемены передач. Все вперед-назад, да, получается? Да, просто вперед, кнопочку нажал, подтвердил, повысить скорость, снизить скорость или в автоматическом режиме. Тептроник вообще, полный да? привод, нажал полный привод, передний привод, выбрал диапазон, это рабочий, это пониженный, это рабочий, это транспортный пониженный, это высокий производительный. Система, видите, GLONASS, GPS-навигации. Здесь выводятся все параметры работы двигателя, коробки перемены передач. Машина сделана с защитой от ошибок работы оператора. Можно как бы запрограммировать, посмотреть состояние машины, можно запрограммировать. Здесь стоит так называемый черный ящик с ноутбуком, подъехал, посмотрел, как она эксплуатировалась и так далее. Какой был расход топлива, все параметры трансмиссии, кондиционер, музыка. В кабине 72 дБ, мы этим гордимся. Тут Да, тихо, наверное, такая вообще, машина, да. Очень много света. Вот мы вчера ночью включали, сделано. Да, то есть такие все современные решения сделаны. Да. Вот как бы производится полностью на территории России. Вообще молодцы, конечно. Молодцы. Вот такая Да, и удобно. Вот, Да, кресло да. пневм, оно под ваш вес регулируется само. Там стоит датчик, он сам это определяет, все делает. Никаких рычагов, ничего, полный автомат. Шикарно. Серьезная машина. Только не дает покататься. Будем мы брать вот такие, Конечно. да? Значит, в прошлом году 29 было, в этом году уже 50. У нас 30 уже купили 20. Мы себе ставим задачу по 100 машин ежегодно. Вот такие. Мы сколько субсидируем? Мы 2,1 миллион даем на субсидии аграриям. Вот, Стоимость то от есть 7 вот до 9 сегодня миллионов. он получил, он свою субсидию получает да. у нас, да? Присно. Ну, есть еще федеральная программа. Да, федеральная субсидия 10% от стоимости техники. Ага. И сейчас есть очень хорошая федеральная программа, так назвали ее противовирусный лизинг. Алексей Александрович, я когда сюда приехал, первый раз увидел, вот Раик Медзанович познакомился и посмотрел. Ну вот здесь вот, ну не скажу, что глушь, но в деревне он создал суперсовременное предприятие. Это уже нарезать начали, да? Вы? Да, вот мы подготовили. Это вот лазерная нарезка, да? Вот? Плазменная нарезка. Технологический процесс отработали, вот, получили оборудование, обучили ребят. И вот через неделю начинаем уже первые производственные продукции выпускать, первую продукцию выпускать. Здесь вот попробовали, здесь отработали технологический процесс. Вот закупили где-то 3 недели назад мы это оборудование, благодаря субсидированию. И бычный пресс, Здравствуйте. да, Здравствуйте. вальцы. Как и Ради Фаридович говорил, вот, ребят, молодые ребята, вот он с Сургута его привез, с семьей сюда привез. Да. Да, это взяли. Афеф Хач, Кабакова. землю даете, нет? Да, решаем. Перевели расширение населенных пунктов, сделали специальный микрорайон для них. Мы договорились, что если у него приезжают люди, то глава района дает им землю, чтобы они здесь прям построились, все, ну как бы здесь все у них было, чтобы уже осели.
То есть уже дальше идет обучение уже молодых операторов, уже местных ребят. Все, то есть, вот, эта работа пошла, да, вот, С автоматически. точки зрения качества, да, чем хорошо оборудовано. Да, то есть можно запрограммировать так называемые показатели пружинистости металла. То есть он же металл, когда согнул, чуть-чуть отыгрывает обратно. Да, станок щепу это все дело просчитывает, запоминали, погнули, получается абсолютно точный гиб. Потом уже сложил, обварил, не надо натягивать. То есть это повышает производительность труда и качество очень сильно. Да, такое оборудование. Как раз тех станки по ФРП. ФРП, да? Да, это займ ФРП. А что это делает? Листогибный станок, который купили за счет Фонда развития промышленности республики. То есть по поручению Радика Борисовича на промышленном части, когда решение приняли, 25 миллионов рублей им выделили, вот 2 станка купили. А для чего он нужен? Ну, сборка идет, то есть листогибные, вот они делают заготовки, то есть разная модификация, гнут, ну, в разные эти плоскости, которые, и потом собирают то крылья, то баки, вот они лежат на них. Для сборки уже тракторов. Это, да, ну не для сборки, это для ремонта, для запчастей, вот для каких-то деталей. Спасибо. Это вот, получается, отвал. Этот отвал, да, у нас таких заказов уже для севера получено, порядка 10 штук. Называется «Самурай». Да? Да, это наша, опять же, наша разработка совместно с заводом, да. То есть, и То есть с помощью его можно делать очень сложные вопросы по работе с грунтом. Да, он, я так понимаю, Да. там меняет, да, свое? Почистить, да, что-то, да, допустим, да, там, если надо какой-то откос там сделать, угол на дороге и так далее. То есть очень сложные строительные работы можно им делать. ну и, Райфарович, вот для полного запуска технологических процессов мы сейчас запустили сборку дополнительного здания. Там у нас будет окрасно-сушильная камера, чтобы после изготовления... Это вот третье, которое должно было быть, да? Или это другое? Это небольшой, это третий, да. И дробеструйная, то есть после плазмы металл должен сюда на дробеструйную очистку подходит, и потом дальше уже по технологии на сварку, на все. В середине августа ждем, и в сентябре надеемся, что запустим этот же процесс, технологический процесс полностью. Здорово. Мы поставили перед собой задачу сделать в Башкирии эталонный сервисный центр. Вот это вот оборудование, да, вроде простая операция, отрезать трубу. Но отрезать можно с, вот, допустим, по горизонтали с небольшим косом. Это микроны, там, миллиметры и так далее. Но от качества этого оборудования зависит производительность всего остального оборудования. То есть если здесь отрезал не совсем ровно, потом надо будет фасочку срезать, токарить и так далее, что падает производительность труда. Это все оборудование, которое он купил, я вчера посмотрел с профессиональным взглядом. Ну, когда он делал проект, я как бы там тоже подсматривал, да. Оно сделано таким образом, чтобы повысить максимальную производительность для того, чтобы убрать все операции. То есть очень грамотный технарий в этом плане. Да, и вот я называю таких людей самородками. Это правда. Это вот прям, я говорю, я так удивился, когда первый раз мне говорят, вот у нас появилось такое предприятие. Он второй раз приехал сюда уже вот душой отдохнуть, как говорится, посмотреть. А сколько здесь вот сейчас в моменте работают? Сейчас вот и как мы планируем, 25 человек, 25, да? 27, да, то есть, да, вот и тоже вот недавно электроэрозионный станок купили для мелкосерийного производства. И вот эти 2 станка, которые говорил, с Сургута привез. Вот они, да? Да, это обработка центра, вот тоже. Да, здесь уже мы привезли технологические уже оснастку, технологические карты. Все. Вот он, да? Это щуп измерения геометрии. То есть он сам меряет геометрию, как бы проверяет. Да. Ну, координатный станочек. Ось X и так далее. Он поменяет сейчас инструмент. Да, ну просто сейчас Вот. поменял. Все, и пошло. Пошла обработка. Поменял, зажал, сам проверил. Пошла обработка. Здесь уже вот этот снегосительного оборудования редуктор у нас надо Раньше отработать. для того, чтобы обработать эту деталь, надо было ну, примерно 10 единиц оборудования и, соответственно, 10 операторов. Плюс наладчики и так далее. Сейчас это делает один оператор, Агентство, да? да, и один станок. И производительность при этом кратная. Вот на этом станке вырезается буквально 1,5-2 часа.
Ух ты, серьезно? Серьезно. Все. Можно делать на этом станке фильеры для электро. За 1,5-2 часа вот вырезается. Да, и точности, все. Вообще сейчас, конечно, металлообработка это совсем другой космос, да? Ага. Вот они вот двигаются все. Снимать. Попал на небо. То есть здесь вот можно на этом оборудовании организовать производство запасных частей, да, даже для гидравлики. Где презумпция очень точная, да, там, где уже тысячные микроны надо ловить, можно как бы сделать очень сложные изделия. Ну, это вот для мелкосерийного производства для нас, чтобы обеспечить производительность, обеспечить. А вот к третьему цеху когда приступите? В следующем году? Да, 25 мы проект уже запустили, и вот поработав, мы уже поняли, у нас там должен быть свой тоже конструкторно-технологический отдел, ребятами что-то. И А это вот как раз перебираете. Вот здесь это сервис, да? здесь пока сервис будет. Да, Там будут запасные части, да. да, новенькие. Вот. И здесь мы договаривались о том, что создадим межрегиональный. Межрегиональный центр То есть не для Башкирии он будет работать, а он будет работать на все соседние регионы. Соответственно, что это позволяет? На этой базе, да? Все регионы будут ехать сюда, как бы забирать запасные части, по большому счету. Ну и он модернизацию как бы техники может уже организовывать, будет расти оборот. Потому что ему нужен оборот. Мы говорили про грейдеров, про наших старых, башкир-автодоровские, башкир-автотранские, но все равно. А вы в состоянии здесь все это, да, обеспечить? Ну, не за один год. Ну, понятно, да. Производственное здание именно специализировано под это. Вот на 21 год мы запустим. И там уже полностью. Здесь пока для поддержки сервисной службы, ремонт агрегатов, узлов. А вот ценовая политика с этими джандирами, примерно какое соотношение Смотрите, вот цены? наш трактор стоит от 7 до 9 миллионов рублей в зависимости от модификации и опциональности. То есть разные же опции есть, там сварка, телеметрия, система точного земледелия и так далее. Если мы берем производителя, там, допустим, самого ближайшего по цене Канада, да, это 14 миллионов рублей. А если мы берем John Deere, это 20 миллионов рублей. Так, да? Ну, класс, там кейс и так далее, в районе 18 миллионов рублей. То есть разница в цене, она существенная. А вот уже отзывы есть вот на эту технику нашу? Нет, это только Нет, на ту. Кирюша, ну я только вчера ездил, да? А это вот мы сейчас завтра Радик Мударыч отдадим на испытание. Вот если мы убедим Радик Мударыча, значит, я думаю, нормально будет. А это январские же машины только? Да, ну в Башкирии нет. На весенние полевые работы в других регионах она вышла в первый раз здесь. Но здесь мы еще о чем договорились. Он будет еще уникальный, если есть посевной комплекс. Вот здесь мы как раз можем еще посевной комплекс, то есть навесной оборот дополнительно еще набирать. Это как бы не просто машина, это модуль, специализированная модуль. То есть можно здесь ставить разные конструкции. Ну, к примеру, да, для лесозаготовительной техники. Топливный бак перенес под кабину. Да, здесь получается платформа, можно поставить руку, да, там, схватить бревно, там, да, там спилить и так далее. Вот удельное давление на груд низкое, он может по заболоченной местности бегать, ездить. Да, зимник протоптать, прогрейдерить что-то, пробульдозерить. Да, при необходимости быстросъемные гусянки одеваем. То есть, и удельное давление у нас получается где-то 0,37-0,4. То есть это как уже снегоболотохода. Даже простой техник у нас 1,4. На севере, наверное, в основном, да? Ну вот мы ее и делали для северов, вот в основном. Ну вот лесозаготовительный комплекс тоже как бы это интересно. Это интересная тема. Ну то есть это как демонстрация того, что какие сложные, да, там, компетенции мы можем совместно с ним как бы решать. Потому что все-таки крупный завод всегда заточен на какую-то крупную серию. А эти как раз. Да, я наладил серийное производство и пошел там шлепать их как пирожки. А сделать какую-то особенную конструкцию и так далее, мне отвлекать конструкторские технологические службы, как бы, ну, то есть мы вот делаем это совместно с ним. Вот эта машина была по большому счету, и он идеолог ее был. Да, не только это мы совместно работали именно с заказчиком у нас была. Просто они говорили, как им нужно, что нужно, и вместе это отрабатывали. Машина сработала, вот она так выглядит после эксплуатации. И она ходила вот так в болоте все. То есть заводское качество и заводской ресурс при индивидуальном подходе как бы к клиенту. Поэтому для нефтяников, газовиков. Ладно, Сергей Александрович, всего доброго. Приятно познакомиться. Ждем вас в гости. До встречи. До свидания. Спасибо за поддержку.
Буду проезжать мимо, заскочу снова. Обязательно, я не подведу, и все это Давайте, давайте. сказано, я всё У вас связь со мной есть, ребята помогают, все есть. Давайте. Добрый путь и спасибо. Спасибо, да. Рафилович, вы совсем недавно были на этом предприятии, еще шла стройка, и вот уже готовая продукция. Она не то, чтобы... Я тут уже третий раз на этом предприятии, там уже последний раз я когда был, вернее, предыдущий, тут уже примерно так было, но сегодня важное событие, что дилерский центр открылся в Кировце. Вот видите, два красавца стоят, поэтому приехал директор завода. Мы вели с ним такие переговоры, чтобы был здесь мощный межрегиональный дилерский сервисный центр. Поэтому вот ну, сегодня такой, вы знаете, я вообще был рад, когда увидел это предприятие. Это наши земляки, которые работали на севере, в Сургуте. Они вернулись на родину, вернули семьи, вернулись сами. И вот уже здесь там 30-40 человек работает. И самое главное, привезли компетенции свои, технологии, знания. Вот красавцы какие здесь.